Добрый вечер, Хайрли Киш. Это «Трибуна Нового века» на телеканале «Новый век». В студии Светлана Кадырова. Приветствую всех наших телезрителей. Тема у нас сегодня замечательная, летняя, но не по всем вопросам солнечная. Обсуждаем сегодня садоводческие товарищества, дачные поселки, на что уходят миллионные вложения, почему у некоторых сады цветут, а у некоторых трын-трава. В общем-то, об этом сегодня разговариваю с нашими экспертами, которых я с удовольствием представляю. Рустам Камилович Гаязов, заместитель начальника управления РАИСа Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики. Хайрли Киш, добрый вечер. С нами сегодня впервые, по-моему, в нашей программе, но не впервые на ТНВ, Тахир Галимзянович Хадеев, заместитель председателя Комитета Государственного совета Республики Татарстан по вопросам экологии, природопользования, агропромышленной и продовольственной политики. Хайрли Киш, добрый вечер. Рамиль Рашидович Шейхуддинов, заместитель руководителя исполкома Пестричинского района. Марина Александровна Вавилова, начальник отдела земельных и имущественных отношений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Добрый вечер. Дмитрий Николаевич Волков, председатель региональной общественной организации «Сады и Закамья». Здравствуйте. И Владимир Федорович Дейнейкин, председатель правления Союза садоводов Республики Татарстан. Рады вас видеть. Прежде чем начать обсуждение сегодняшней темы, мы хотим огласить результаты опроса нашей интернет-аудитории. В социальных сетях мы задали интернет-аудитории ТНВ небольшой вопрос. Что такое для дачное сообщество, для всех участников опроса? Первое. Идеальное место отдыха. Так считают 62% проголосовавших. Отсутствие цивилизационных благ, так считает 21% проголосовавших, и нескончаемые траты на нужды СНТ, 17% проголосовавших. Такой же вопрос мы адресуем телезрителям. Итоги голосования подведем в конце программы. Опрос анонимный, так что спокойно звоните. Но сейчас я предложила все-таки нашим экспертам порассуждать. 38%, 1/3, да, даже больше считают, что все-таки это проблемы. Так это или нет? Владимир Федорович. Конечно, проблемы. Так, сразу все. Это проблема. Да, потому что вся наша жизнь – это решение проблем. От них никуда не денешься. Поэтому, если вы приехали на дачу, решайте те проблемы, которые на даче существуют. А на даче существуют проблемы, которые возникли очень давно. И вот только последние 7 лет мы стали обращать внимание на те садоводческие и дачные объединения, которые вокруг нас существуют. До этого, как я говорю, это были настоящие партизанские отряды. То есть, или как подводные лодки. То всплывает, то назад уходит под воду. Понимаете? Поэтому руководство муниципальных образований совершенно не знало своих председателей, которые очень в большом количестве в каждом районе существуют. И вот только с программой все это пришло в движение. Более-менее тайно стало явным. И стали решаться проблемы. Чуть позже, да, мы обсудим, конечно, все эти насущные проблемы. Рустам Камилович, а на ваш взгляд, вот эти 38% вот в этом опросе, которые все-таки считают, что дача это скорее это сложно, это не отдых, это не работа в удовольствие. Ну, я так понимаю и так думаю, что дача это все равно место для отдыха, для полезного, приятного времяпровождения. Проблемы, они наверняка есть, их нужно решать. Как и в любой квартире. Конечно. Хорошо. Вот муниципалитеты, говорит Владимир Федорович, не слышали дачников. На самом деле, как вы считаете, вот пока результаты опроса прокомментируем? Да, для муниципалитета это как бы тоже основная работа. Это и проблема, потому что СНТ на сегодняшний день, они настроены так, что не соблюдают вопросов никаких градостроительных кодексов. С нарушением, можно сказать, если посмотреть это по жилищной зоне и наблюдать, потому что они на сегодняшний день находятся на сельхозземле. Они строили как могли, как хотели, нет проездов, например, для спецтехники невозможно проехать. Это большая проблема, которую решать с которой уже. сейчас люди сталкиваются, да? Конечно, и для района это наверняка это множество людей приезжает. Да, вот ваш Пестричинский район, наверное, население там увеличится чуть не в 1,5 раза летний период. Это также свалки, там, элементарно несоблюдение правил дорожного движения на велосипедах, на квадроциклах. То есть эта проблематика, она наверняка ложится на местные власти. Хорошо, спасибо. Тахир Галимзянович, на ваш взгляд, все-таки дачи – это место отдыха, ну, по крайней мере, для вас, или все-таки головная боль? Я считаю, что это осознанный выбор каждого человека, и таких у нас 1 300 000. Если было бы плохо, люди бы туда не шли. Это во-первых. Во-вторых, сегодня дача с каждым годом, сейчас наших дачников все больше становится, наверное, больше положительного. Я считаю, здесь сочетаются интересы и людей, которые хотят производить экологически чистую продукцию, приучить детей отдыхать,
Поэтому люди осознанно выбирают, и по количеству я могу сказать, если плохо бы, люди туда бы не шли. Люди идут, спросим мы в министерстве. Люди идут, учитывая господдержку за счет бюджета Республики Татарстан, увеличивается За последние годы. за последние 6 лет господдержки существующей. Люди начинают привлекаться к садоводству. И мы даже можем отследить на сайте Авито, сколько идет продажи, и что стоимость уже жилья в каких-то местах намного превышает ранее спрос. Поэтому люди идут. Светлана, я тоже хочу сказать, вот вспомню, давайте, ковидные годы. Люди куда пошли? Они пошли туда. Куда было можно. Да, и многие не приехали, потому что там, я знаю, вот семьи, которые продают свою квартиру, и сегодня закон позволяет, российский закон позволяет для того, чтобы сегодня и оформить свой дом можно, и Ну, в Казани уже не совсем позволяет, да, тут поэтому немножко много другие. положительного. Хорошо, спасибо. Что думают садоводы за камень? Как оценили? Почти больше одной трети считают, что головная боль это... Ну, я не думаю, что так головная боль. Все-таки работаем мы на земле, в прямом контакте с председателями садоводческих товариществ, с людьми, видим все вопросы, пути их решения. За последние 5 лет само садоводство, оно немножко трансформировалось. И не в том формате, как бы для многих садоводства, это как, например, вырастить урожай. Многие, значит, и молодежь в том числе тянутся на землю. Здесь же можно отметить и изменение законодательства, это 217 федеральный закон, потом ряд поправок, которые, значит, претерпел этот закон. И все-таки программы, которые у нас реализуются Министерством сельского хозяйства, значит, из бюджета Республики Татарстан выделяются большие деньги. Ни в одном субъекте Российской Федерации такого опыта нету. То есть все это способствовало поддержке и развитию садоводства. Если раньше СНТ было это некое такое место, хаотичное, агломерация, где выращиваются урожай, там что-то такое, сейчас мы способствуем тому, то есть мы толкаем председателя к тому, чтобы это не только были участки садовые, но и места общего пользования, площадки игровые детские, потому что все больше детей там. В том числе инфраструктура. Совершенно верно. Волейбольные какие-то площадки, читальни, вот есть пример в Набережных Челнах. То есть там уже как фантазия в рамках действующего законодательства. Хорошо, спасибо. Мы сейчас говорим действительно о поддержке садоводничества. Цифры только, да, в 2023 году, если буду ошибаться, поправьте меня, по государственной программе развития сельского хозяйства, регулирования рынков сельхозпродукции на поддержку садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ предусмотрено выделение более $500 миллиарда рублей. Все верно? 550 миллионов. 550, все абсолютно точно. 550 миллионов. Деньги немалые. Да, мы понимаем, что это вложение государства в том числе. Особенно если сравнивать с другими регионами, субъектами. Там вообще по нулям, я так понимаю, да? Нет, это где-то есть 16, 17, 30. 16, 17 и 550. Вот сегодня мы являемся, наверное, лидерами. Вот у антикоррупционного комитета хочется спросить, если деньги немалые, соответственно, всегда есть интерес, всегда возникает вопрос, насколько в нужное русло идет этот финансовый поток, Рустам Камилович? Ну, знаете, вот действительно, благодаря поддержке Рустама Нургалевича Минниханова ежегодно выделяется огромная сумма на поддержку садоводов. Соблазн, он, наверное, всегда есть, но у нас на то существуют и контрольно-надзорные органы для того, чтобы пресечь любые попытки. И счетная палата эти моменты проверяет, и казначейство. По поводу осведомленности населения, эту программу наверняка уже многие знают, но зачастую возникает множество вопросов по конкретике. Почему выбрали то или иное ДНТ? Почему их включили, соседи не включили? Что делать, если что-то не доделали, сломалось, гарантия, не гарантия, куда обращаться? А все это возникает почему? Даже недавно гулял ролик в интернете, это в Альметьевском районе, СНТ, реклама идет, продажа участков под коттеджи. Снимают с коптера пустой участок огромный, и за кадром говорится, что благодаря программе государственной мы провели воду, провели электричество. То есть тоже каким образом это СНТ попало, да? Ушло есть, под вот индивидуальную именно, застройку. Вот да, в том-то и дело, да. Кто-то поднимает стоимость земельных участков за счет того, что бюджет туда вложился. А в это же время есть СНТ, ДНТ, которые заявляются там неоднократно, не могут попасть. И сегодня на передаче мы все равно должны разъяснить. Здесь эксперты приглашенные, специалисты, которые подробно ответят на все вопросы.
Вот созрел сейчас, что надо было телезрителей спросить, вообще знают они или нет, что выделяется, сколько и как туда попасть. Прежде чем мы сейчас, наверное, обсудим уже дальше, да, как работает программа, кому полагается, Тахир Галимзянович уже сказал, что в республике большое количество СНТ, 1383. По некоторым данным, дачные домики есть у 1 300 000 человек, то есть практически треть жителей республики. Мы сейчас в первую очередь, особенно, наверное, в эти дни говорим и о пожарной безопасности, о безопасности, о том, что самые всепоглощающие пожары с человеческими жертвами происходят именно в садовых обществах. Вот что нужно, чтобы себя обезопасить? Сейчас предлагаю посмотреть просто небольшой сюжет, куда уходят деньги и во что все это превращается, а вот затем обсудим увиденное и уже уйдем, наверное, к более глубоким темам. Падающая башня, как местная достопримечательность, есть в СНТ энтузиаст Пестричинского района, но местные дачники стараются обходить ее стороной. При установке водонапорной башни было сделано замечание подрядчику, то, что она находится с наклоном во овраг. На что мы получили ответ, что со временем эта башня выровняется, но она с каждым годом наклон увеличивается. При запуске башня сразу прекратила свою работу, произошло замыкание, так что садоводам пришлось собирать свои средства – 167 тысяч на закупку иного насоса и станции управления. Но и здесь вложения не оправдались. Выделенной мощности по забору воды не хватает в жару, воды и вовсе нет. Похоже, что энтузиасты смогли выбрать полный лимит и по обустройству СНТ, и по невезению. Новая трансформаторная станция так и стоит, как памятник закопанным надеждам на светлое будущее. Полей идет весной талые воды, и тем самым он наполовину находится в воде. А главный вопрос по весне – есть ли дорога? Сколько пролежит новенький асфальт, никто прогнозов делать не решается. Получилась у нас не дорога, а какие-то детские аттракционы. Дорога просела, тем самым талыми водами идет по верху асфальта, чем самым начала промывка асфальта. Дачников падающими башнями не удивишь, есть такая же и в Казани, СНТ 50 лет Победы. И здесь также вопросы по работе новой трансформаторной станции. Осенью поставили трансформатор, но в итоге так его не подключили, никакого движения нет. На вопросы, когда сроки будут, какое-то действие, никакого ответа я не получаю. По сведениям председателя, на установку неработающего трансформатора по госпрограмме было затрачено 7 миллионов рублей. Свой памятник деятельной бездеятельности есть и в обществе «Волга-Гидрозем». Здесь поставили неработающую водонапорную башню. Писали, звонили, ходили. Нам каждый год обещали, каждый год приезжали в начале лета и в конце дачного сезона. Все обходили, все внимательно выслушивали, и опять на год все пропадали. Вот уже сколько, 5 лет прошло, у нас до сих пор нету. Полноценно мы не можем пользоваться водоснабжением. А водоснабжение – это же главное для садоводов. Неработающие объекты благоустройства дачники считают не достопримечательностями, а бесполезными памятниками, признаком цивилизации. Бесполезные памятники, да, как мы посмотрели. Насколько, Рустам Камилович, такие примеры бесхозяйственности? И для меня вот еще один вопрос. То есть все председатели СНТ говорят о том, что кто-то установил, кто-то сделал, кто-то обещал и так далее. Кто в конечном итоге отвечает за вот эту бесхозяйственность? Ну, действительно, если это на самом деле так есть, это очень бардачок, так скажем, да? Ну, не только. У нас у каждой ошибки есть фамилия и адрес. Конечно. И в настоящее время, то есть при реализации программы, это проводится где-то торги, заключаются договоры, есть гарантийные обязательства. Каждую эту работу выполнял конкретный подрядчик. И на сегодняшний день я полагаю, что необходимо направлять какие-то гарантийные письма для устранения, но в то же время кураторы тех направлений, это электричество, водоснабжение по строительству дорог, они как бы должны мониторить и наверняка же подписали акты выполненных работ, приемку, то есть деньги заплатили за это. Если под другим углом посмотреть, это может даже образовать состав там уголовно наказуемого какого-то деяния, да? Поэтому такие вещи недопустимы, и это, как сказать, дискредитирует в том числе и программу. И саму программу в том числе. Конечно. Кто подписывает, Владимир Федорович? Ну, это... Вообще, кто инициирует, кто подписывает? Как такое происходит?
фонд квалификации все это делал в свое время, а у них есть подрядчики. Поэтому вот мы несколько раз просили сметы на вот эти скважины, на баки. Даже вот депутат Госсовета Власов обращался по этому поводу. Я знаю, что ответа не было. Поэтому вот подписывал председатель, может быть, или какое-то другое административное лицо. Было некоторое время, потому что подписывали из администрации. То есть и председатель в том числе подписывает, да? Из администрации муниципального образования. Но они, не знаю, специалисты, не специалисты там, ну, раз подписали, а им надо было закрывать все это дело. Ну, как это обычно было бывает. хоть одно обращение за последние годы вот по такой бесхозяйственности в правоохранительные органы, в суды, чтобы попробовать отстоять и вот эти суммы пустить на благо жителей? Или заставить подрядчика исправить вот эти ошибки? Ну, вот мелкие, там же сказали, вот, допустим, второй вариант, что там вот было небольшие ошибки такие, они исправляются. Вот это крупная ошибка одна. Вот большая. это Эйфелева башня. Да. Ну и 5 лет не подключена Пизанская башня. Пизанская башня. И каким образом? То есть, ну вот 5 лет. Да. Что дальше? Мы смотрели сначала, он приглашал нас, мы приехали, комиссия была, и вот он вам сказали, что оно исправится. Ну, небольшой угол был, но так было видно, что отклонение есть от вертикали. Но он сказал, что исправится. Вот в этом году это исправление не произошло, а произошло еще увеличение угла. Не знаю, Рустам Камилович, меня смущает, конечно, все равно, когда в формулировках присутствует он пообещал, он сказал изменим и так далее, и так далее. 5 лет тянется просто разговор, который ни к чему не обязывает в конечном итоге, потому что нет у подрядчика мотивации, нет угроз. Тахир Гельмдинович, вот как бы вы вообще оценили вот этот бардак? Во-первых, начал бы с того, значит, буквально 7 лет тому назад началось финансирование в большом объеме. Мы были к этому не готовы. Мы и сегодня не готовы. У нас и такое будет продолжаться и в дальнейшем. Потому что, вот представьте себе, построен большой корабль. Большой, мощный корабль, и у этого корабля нет капитана, нет команды, нет, значит, лоцмана. И сегодня выдают, значит, получаем деньги налогоплательщика почти 750 миллионов, и нет Министерства сельского хозяйства, там полединицы штата. Скажем, вот сейчас председатель садоводского общества Союза садоводов, они в это дело, и они, значит, не могут. Мы были недавно, в том году, Волков с нами тоже съездил, в Санкт-Петербург. Есть нормальная схема, как работают люди в Санкт-Петербурге. Там работает 20 человек, деньги выделяются... Отдельное ведомство. Да, отдельное ведомство. 8 раз меньше они получают денег, чем мы. Там где-то 2,5 миллиона садоводов на 1 300 000. Они получают всего 240, вот посмотрите. Но здесь отделы есть, здесь есть архивные, здесь есть инженера, здесь есть юристы. Ну, сколько бы там ни было, это у нас будет продолжаться и приумножаться. Вопрос возникает еще в другом. У нас в 2020 году была создана межведомственная комиссия при правительстве под руководством самого премьер-министра. Мне кажется, вот эти моменты, во-первых, необходимо создать отдельную структуру, потому что под эти деньги никогда, кто бы там ни работал, вот я уже не первый год работаю и встречаюсь с садоводами, один на один, бываю в разных городах, поэтому сегодня нужна структура управления. Под эти деньги и без денег еще можно очень много провести работу, навести порядок. Им бесконечно, им спасибо, вот, значит, они, и особенно счетной палате, они, значит, практически многие факты я знаком, и я думаю, что вот наша встреча должна подтолкнуть и правительство, и Министерство сельского хозяйства. У нас ведь у 7 нянек, как еще говорят? Вот у нас и Министерство сельского хозяйства, Министерство транспорта, Министерство дорожного хозяйства, Министерство, значит, промышленной торговли. Должно быть единый заказчик. И система контроля со стороны садоводов, со стороны вас, должны четко, конкретно работать. Деньги, которые зарабатываются, они формируются за счет налогоплательщика, к сожалению, мне и нашим, наверное, депутатам, мы об этом высказали. После поездки написали записку официальную, и председатель парламента знает об этом. И мы встречались с заместителем председателя правительства, министром сельского хозяйства Забаровым. Но мне кажется, сегодня надо решать. Пока без решения этих задач постоянно будут разные вот такие случаи.
Потому что эти большие деньги, они требуют большого внимания, и чтобы эффективно их надо использовать. Вот чуть-чуть поясните, пожалуйста, как деньги из бюджета вот конкретно до садоводческого товарища доходят, Владимир Федорович? Ну, Через подается- какое министерство хотя бы? Либо просто выдают, вот подойти. Нет, значит, формируется заявка. Заявка... От кого? От садоводческого товарищества. То есть от председателя Да, от СНТ? председателя, от коллектива вот этого садоводчества. Или товарищества. достаточно председателю? Или нужно Там собрать? решает на собрании, что, значит, мы участвуем в программе, нам нужна, допустим, новая скважина. Так. Вот. Это решение, оно выносится собранием, и с этого момента начинается работа. Собирается комплект документов определенный. Ну, кстати говоря, вот здесь вот указано, 22 документа требуется. Это, может быть, лишнее вот по сегодняшнему постановлению. Вот Ну, это. даже 22 не спасает от таких ситуаций. 22 документа Может, и требуется нормально? для того, чтобы... Да, вот. Хорошо. Дальше. Куда несете? Значит, они затем идут в Министерство Так. сельского хозяйства. Министерство сельского хозяйства вот по сегодняшним правилам отправляет их на экспертизу, эти документы. Ну, там и еще сметы есть уже. Экспертиза проводит значит, отбор, проводит экспертизу, и если там какие-то ошибки есть, выявляет, происходит исправление, и возвращается потом этому садоводческому товариществу, он получает комплект документов этот, и идет еще раз в Министерство сельского хозяйства на то, чтобы уже провести отбор по вот именно другого типа, чисто юридические, какие вот Да. документы. Дальше, Да, Марина вот Александровна, что происходит? К вам пришли. Я Экспертизу немножко прошли. поправлю. Мгм. Во-первых, у нас есть два направления. Это ремонт внешней инженерной инфраструктуры. Это то, что вот как раз ремонтировался в водоснабжении и водонапорной башне. Это был главный распорядитель бюджетных средств Министерства строительства и ЖКХ Республики Татарстан и государственный заказчик ГБУ инженерной сети. Министерство ежегодно в начале года направляет запросы в органы местного самоуправления о потребности, необходимости ремонта определенной инфраструктуры, электрика, дороги. С 2023 года водоснабжение, водонапорные башни и площадки ТКО обеспеченность, это уже перешло в рамках субсидий. То есть, если раньше был капитальный ремонт со 100% финансированием, то сейчас 99% финансовое обеспечение и последующее уже, как вот Владимир Федорович говорил, государственная экспертиза, пакет документов и отбор. Ну, вот здесь Если- я хотел Да. только один момент уточнить. То есть с 23 года денежные средства перечисляются на расчетный счет СНТ. Главным распорядителем бюджетных средств Министерством сельского хозяйства. Они далее отбирают подрядчика, выполняют работы и перед вами То есть само отчитываются. СНТ, председатель СНТ. Подрядчика выбирает само СНТ, также на собраниях протокольно фиксирует направление, кто будет выполнять работы, рассматривает предварительно сметную документацию с расчетами, и потом уже они проходят процедуру госэкспертизы и последующее участие в отборе. То есть, я так понимаю, это все госэкспертизу проходило, да? Обязательно. А- Но это другое ведомство дело, но госэкспертиза Понятно. однозначно То есть проводилась. инженерные сети, это бывший фонд газификации, Да. он как бы сейчас от этого отошел. Вы говорите, Да, субсидии Министерство передаются СНТ, строительства они сами. отказались. А остальные виды работ, то есть дорога, это через Минтранс, Да. Главдортранс, и у нас электрика остается. Да. Светлана, у меня есть вопрос. Нет, у меня вообще, я не представляю, кто должен быть сегодня, какого уровня развития юридического образования и так далее должен владеть председатель СНТ, чтобы вот это вот все пройти. Я вам поясню по данному вопросу. Вот У смотрите, вас какое образование? управленческое Вот. образование. То есть, чтобы возглавить, да, Государственное сады заками? управление. Нет, на самом деле это не смешно уже, потому Но, что тем не менее, при вот, таких требованиях, да. Тем не менее, то, что вот высказались коллеги Владимир Федорович, Марина Александровна, да, по данному вопросу, вот то, что мы увидели в сюжете, это было до 2022 года, то есть включительно. Что такого произошло с Сейчас, 23-го, что мы вот такого можем не допустить? Те 550 миллионов, которые ранее ежегодно выделялись в рамках ремонта внешней инфраструктуры, это дороги, вода, электроэнергия. 150 миллионов высвободились и ушли, ну, коротко, 1,99. Рубль садовода, 99 бюджетирования. Вот такие моменты, ну, я бы ответил бы так. Во-первых, действительно, Тахир Гамзянович, соглашусь, изначально был бардачок, непонимание, свалилось счастье, что с этим делать. Ну, это начало программы. В дальнейшем
в эту программу начали подключаться районные ассоциации садоводов, такие вот, как у нас представлены, здесь, видимо, представлены, то есть именно как институты гражданского общества, которые являются проводником между рядовыми садоводами, председателями садоводческих товариществ и органами муниципальной и государственной власти. По крайней мере, на местах, в районах, министерство высылает ежегодно письмо с просьбой, с требованием предоставить заявку на следующий год То есть по ремонту. обращается Совершенно в исполком, верно. еще и к вам. Нет, исполком. Вы на каком этапе включаетесь? На каком этапе включаемся, исполкому сложно определить. Это и обусловлено, и текучкой То есть, каких-то условно, вы кадров. подрядчик исполкома в Нет, этом не вопросе? подрядчик, ассоциации Нет, выступают. ну, помощник, хорошо. Естественно, помощник, именно помощник. Источник информации первичный. Совершенно верно. То есть мы, ассоциации, аккумулируем эту всю информацию у себя, обрабатываем, показываем. После этого, ну, по крайней мере, за КАМи я говорю, создаются комиссии, комиссионно выезжаются, смотрится, действительно ли есть там дорога, которую нужно отремонтировать, километраж, есть ли там эти трубы, башни, скважины, чтобы такого бардака не было. Здесь, ну, я не знаю, как на территории Казани, видимо, не действует это так, потому что вот эти примеры, они здесь видны. У вас таких историй нет? У нас таких историй нет. Ну, Именно у меня есть Челны, вопрос. Тукаевский район, Нижнекамский район, взаимодействуя со исполкомами, Тахир Мизанович, продолжу, 100%. Там Нижнекамск — это департамент ЖКХ занимается, Тукаевский район на уровне руководителей исполкома, Набережные Челны — та же самая история, то есть там таких вопросов нет. Я просто вижу, что столько ответственных в одном вопросе, столько ведомств, столько задействованных структур, а в конечном итоге ответственного-то и нет, Вот да? и О есть. чем ты говорил, Об Тахир этом я говорю. Я Галимзянович? хотел вот поправить его немножко, Дмитрия Николаевича. Дмитрий Николаевич, вот скажите тогда, уважаемый, как получается, рядом есть Армянский район, рядом есть Лениногорский район. В Лениногорском районе почти 14 тысяч садоводов. Ну, по списку было так. А там где-то, значит, около 2000, наверное. И они получают, значит, если пропорционально посмотреть, 80 раз больше денег бюджетной поддержки. Разве это тоже правильно? Я понимаю, здесь не дорабатывает и исполнительный комитет, и муниципалы, но здесь ведь кто-то должен ведь регулировать. Вы должны, Министерство сельского хозяйства, один получает, а другой практически ни копейки. Ни копейки. Но если Вот инициативы нет, Тахир Галимзянович, если Ну, инициативы понятно, нет. в этом- Вопрос, почему нет инициативы? Да. Знают ли люди об этом? Да, ну, насколько где-то же инициативный председатель СНТ? Так, Да. Илья Ильич, я отвечу вам на ваш вопрос. То есть вот вы говорите о вопросах, да? С этого года, ну, мы это видим тенденцию, Министерством сельского хозяйства делаются шаги, делаются попытки, это программа этого года, то есть мы уже дошли до бальной системы. Кому-то, возможно, это не нравится, кто-то видит в этом сложность, но именно бальная система, мы считаем, она является критерием для отбора. Дмитрий Там, Николаевич, где мы есть... не о прошедшем, давайте говорим о прошедшем. Мы же говорим о прошедшем? фактах. Вы сейчас уходите от вопроса. Давайте мы говорим о том, а вот прошло, это же реально. Вот почему должен страдать лениногорский, значит, садовод? Потому что не было организации, некому было работать. Вот об этом Не надо было помощников говорить. у исполкомов, не было ассоциации. Да, Владимир Федорович, дайте С самого вклиниться. начала, как только пошло распределение денежных средств, я предложил такую штуку, что мы должны, уже знаем, сколько примерно у нас будет денег выделяться, разделить на количество садоводов, и вот это вот получилось у нас 9 тысяч примерно на каждый участок, и посмотреть, сколько... Всем поделить поровну, Да, что ли? да, чтобы понемножку это учитывать хотя бы, чтобы каждому садоводу, каждое садоводческое товарищество А хоть сейчас какое-то кто успел, что-то кто получилось. инициативнее, тот и Но мне в то получил. время сказали, на С одной стороны, абсолютно верно. ну, говорят, не А получится почему должен так. страдать тот человек, А он не садовод? страдает, он не обозначает, что ему надо. И- Значит, нет потребности. Значит, Опять же. потребности нет, То есть, я говорю. чтобы Либо не знает, целевое либо потребности использование нет. потом спросить. Я думаю, мы не же так. в Садоводу деньгах есть не потребность. спросим. Возможно, А он- значит, руководителей, Да, вот, он не может председателей. выразить А свою учитывая потребность. все-таки антикоррупционную тематику, Рустам Камилович, в конечном итоге, вот сейчас сады за КАМи принимают, помогают, да, исполкому в качестве определения потребностей и так далее, и так далее. Вот есть ли там определенные, скажем так, сложности, что, ну, человек может определить, вот Знаете, по какому принципу, Все-таки да, субъективный взгляд меньше может быть или коррупции, не может нет быть, да? коррупции там, где прозрачность и открытость. Вот там да? есть прозрачность? Вот на сегодняшний Вот день, в этой системе. по крайней мере, сейчас порядок отбора какой-то создают, чтобы было видно, почему именно эту организацию выбрали, а не соседей. И все-таки это же с этого года у нас работает бальная система, да? Да. Марина
Александровна, она не договаривает, там же еще множество подводных камней. В том плане, земельный участок не оформлен, проезды не той ширины, там, не соответствует если СНТ не СНИПам. отвечает определенным требованиям, то она вообще, в принципе, не имеет Конечно. ничего Тут сейчас требовать, не получается, имеет никакого права. кто быстрее документы подготовил, правильно сделал, подался, он и чемпион. Рустам Камилович, наличие Мы сейчас прервемся живых на садоводов. рекламу, Дмитрий Николаевич, потом продолжим, не переключайтесь. Тогда так и надо сказать. Очень горячая тема у нас все-таки сегодня. Дачные поселки, садоводческие товарищества. Кому достаются 550 миллионов или достанутся, которые в этом году распределяются. Марина Александровна, давайте вот телезритель сидит напротив, да, по ту сторону экрана, и он понимает, у него есть дача, у него есть земля, на какую сумму он рассчитывает, как сделать так, чтобы лениногорцы получили, а сармановцы не получили, я не знаю, первым заявиться, с чем заявиться, с какими документами. Как сделать так, чтобы не оказаться в ситуации героев нашего прошлого сюжета с Пизанской башней и так далее, и так далее. Давайте попробуем, кому сколько. Вот Тахир Гельмидат говорит, на всем поровну, на самом деле поровну не делится. Кому делится? Поровну Кто не имеет делится. право? В исполнении устного поручения Раисы Республики Татарстан ежегодно выделяется 300 миллионов на дороги подъездные. То есть мы сейчас говорим про внешнюю инфраструктуру. Подъездные дороги до границ СНТ. Не внутри аллей, а только до. Здесь у нас центром ответственности является главным распорядителем бюджетных средств Министерство транспорта Республики Татарстан и государственный заказчик Главное управление дорожного строительства. То есть они уже несут ответственность и гарантийные обязательства по поводу некачественно выполненных работ. Кто может претендовать? Какое СНТ? Какие требования для этого? И все ли Нужно виды соблюсти. форм, там, ДНТ, СНТ, там, Требования. Да, ДНТ. юридически, СНТ должно быть создано до 2019 года. Наличие идентификационного номера подъездной дороги, это делает орган местного самоуправления, то есть он признает, что это его имущество, его дорога, это не частная земля, и уже обязуется каким-то образом исполнять последующее обслуживание. Можно добавить в эту часть? Да. Смотрите, вот СНТ находится на сельхозземлях, так ведь? СХ-4, Да, так да. называемый. Находится в поле. К нему дороги никогда не было, была грунтовая дорога. Так ведь? Соответственно, там на сегодняшний день находятся частники. Частная земля. Да. Выкупайте. Вот. Вопрос. преимущественное право выкупа. Есть сложности с этим, чтобы организовать данную дорогу, получить идентификационный номер этот самый. Это тоже одно из условий попадания в программу. Если он в этом году не получает номер, он в этом году не строит Не дорогу. может. Да. Не может. А каким образом человек? Что честно? Подъездная дорога, по полю может проходить, Нет, там паевая понятно, земля, что там по еще Да, что-то. паевая земелька вся попадает, такие, Сервитут. да. Вопрос, а каким образом, почему архитектор района не следил? Главное продать землю для вас было. А потом уже не дорогу смотреть, через бюджет как выбить. здесь существуют объекты, люди, а им на это наплевать было, либо продать. А сейчас дорогу как делать? Это выкупать или как? существующей Понимаете? территории Виноват СНТ. это муниципалы. То Я есть так они считаю. допустили, что землю под, получается, грунтовой дорогой передали частным Да, лицам. Поэтому Салпашни ее пахали в свое время. просто. выкупить, наложить сервитут, в принципе, это проблема решаемая. Да, своя И дальше сложность, идет да. ранжирование от количества садоводческих участков от наибольшего к меньшему. То есть таким образом уже выстраивается ранж и идет отбор комиссионный. То есть, я Здесь так понимаю, общественные где больше, организации. тем... Да, От вот наибольшего к меньшему, но при условии Преимущественное право. соблюдения, значит, отсутствия налоговых задолженностей до 2019 года, год создания, и, Идентификационный. соответственно, идентификационный номер автодороги. Это одно из условий. А сколько их всего? Условий? Все. Вот, Их знаете, не так много. у меня вопрос такой. Почему до 1 января 2019 год? Это дата, когда вышел новый закон, 217. понимаете, 217. 217. Но садоводам выделяли деньги тем, которые после войны вообще были созданы. Участки. Именно на те садоводческие товарищества. А это садоводческие объединения, которые сейчас возникают, это настоящие коттеджные поселки. Владимир, И там стоят Владимир, коттеджи это замечательно, с миллионными, тема. понимаете, На самом коттеджи деле, с миллионными земля раздавалась в домами 50-е, стоят. 60-е, И они имеют старые право СНТ. претендовать на а в это чем дело. противоречие? Мы говорим до 2019 года, год создания. До, а не после. Естественно, до. А когда были созданы? коттеджи создавались-то? После 2000 года, до 19-го.
была, и сейчас создаются. Кстати, а вообще... Вот, нам главное, до 2001 года. А вообще кто-то выезжает, смотрит какие-то... Что там, это все дачи, это все загородные дома, что это уже давно коттеджный поселок, а не СНТ. А по документам СНТ. Форма ЕГРЮЛ мы обязательно рассматриваем, то есть эта форма должна быть садоводческие товарищества, и они уже работают по 217 федеральному закону. У них есть соответствующие акведы. Муниципалитеты это должны отслеживать, так как заявка от них поступает, и, соответственно, проверять. Все остальное уже мы потом сами проверяем. То есть налоговая задолженность. Ну кто-то, да, мне просто хочется, кто-то вообще ножками выезжает туда, кому отдают потом 7 миллионов на водонапорную башню. Комиссионно создается комиссия в нашем случае. С госзаказчиком. Комиссия. То есть выезжаете вы, исполком. Исполком, естественно, стройнадзор выезжает, представитель подрядчика. Это все комиссионно выезжается, актируется и, соответственно, уже принимается решение, направляется, значит, на рассмотрение Министерства сельского там весь пакет документов есть. Да, Тахир Григорьевич. Я хотел бы задать вопрос вам, уважаемый председатель Союза садоводов нашей республики. Владимир Федорович, да. Владимир Федорович, вот у нас есть комиссия, которая рабочая группа создана, межведомственная рабочая группа создана при правительстве. Вот эти вопросы, вы сколько раз были в этой комиссии и сколько раз задали, и какие ответы вы получали? Межведомственной комиссии, которые вот сейчас были, она стала с этого года только. Зачем? В 2020 году? В 2020 году мы каким образом решали все? Это решалось муниципалы, выступали садоводчество, товарищество и министерство. При правительстве нашей республики я писал специально президенту о том, что мы каким-то образом остались в стороне от этой комиссии. И вот уже с этого года впервые нас приглашали на комиссию, чтобы утверждать вот это вот дороги. Дмитрий Николаевич, а вы участвуете в заседаниях этой комиссии? Да, совершенно верно. Вы участвуете? Я еще раз повторюсь, да? Министерство сельского хозяйства вот с этого года вообще, как бы, видимо, понимая, что происходит, как можно больше представителей общественных организаций, по крайней мере, я вот состою, Владимир Федорович состоит, именно по дорогам, наравне с представителями органами местного самоуправления, исполкомов, то есть... Все-таки сейчас еще один момент добавим, это из положительных, да, Марина Александровна? По итогам проверок в связи с неудовлетворительным выполнением работ в бюджет было возвращено 26,5 миллионов рублей. Мы можем сказать, по каким? Да, можем. Да? Это не 26 миллионов, сколько? Это 11 миллионов было возвращено это по электрическим сетям. За какой год? Электросетевое хозяйство 2022 год. То есть за один год за 11 миллионов, это только то, миллионов. что выявили? Давайте подчеркнем. Да? Нет, это не выявлено. Это в рамках ГУП электросети сам вычеркнул из списка 4 СНТ ввиду того, что эти электрические сети, этих СНТ были переданы в иные сетевые электрические хозяйства для обслуживания. То есть ГУП электросети должны были принять их, а они передали по каким-то причинам в другие учреждения. А с нарушением-то что-то было? В связи с неудовлетворительной Претензионная работа велась, это в рамках софинансирования. Председатели садоводческих товариществ не в полной мере понимают степень ответственности и допускают нарушения при выполнении подрядными организациями работ. То есть расстрельная должность председателя СНТ, к тому Нет, же, ну да? все-таки нужно понимать, да, он руководитель СНТ, он как общественник, он смотрит, но у нас же заключен контракт. На СРО? Нет, вот подождите, у нас же контракт заключен на выполнение работы. Софинансирование. Председатель СНТ сам выбирает подрядную организацию и заключает... Единолично? Нет, в рамках протокола собрания, все как всегда. Все решения протокол собрания тоже мы знаем, что такое, да, собрать дачников. Ну, если это подлог, это уже другая статья, так скажем, уже уголовная. То есть, если председатель подделывает протоколы, такое тоже может быть зафиксировано. Он в полной мере несет ответственность за представленные документы в Минсельхоз. Это вот в рамках софинансирования, что мы говорим. То есть, на 1 рубль государство дает 2. Из бюджета РТ. Я понимаю. Все равно. Вот сейчас мы с дорогами вроде более-менее ясность есть, что вот дорога должна быть на балансе, документы направили, все, а вода, электричество каким образом? Вода, электричество с 2023 года ввиду отказа Министерством строительства выполняемых видов работ передано на субсидию в размере 99% в виде финансового обеспечения. Это как раз водоснабжение, водонапорные башни,
кроме распределительных сетей водоснабжения, Это и всё площадки СНТ. ТКО. Это СНТ, да. Здесь председатель тоже сам заключает договор подряда и обязательно договор со строительной компанией, которая является членом саморегулирующей компании в области строительства. Ну, конечно, да, кто То есть ответственный? стройнадзор. Но де юре у нас центр ответственности – это Министерство Де юре, сельского да, хозяйства. сельское хозяйство. По итогам завершения работ председатель приглашает до определенного периода, то есть у нас до 1 ноября приемка по софинансированию, и он должен уже обеспечить выполнение работ в полном объеме. По итогам проверки министерство рассматривает и либо подписывает, либо не признает отчет о Окончательная достижении подпись ваша? результата. Да, в смысле окончательная Министерство подпись сельского хозяйства. министерства, да. Завершающая итоговая подпись. Завершающая итоговая подпись. А вот по эти приемке. истории были знакомы вам? Нет, это не наше. Это все внешка, так называемая. Что это? Это все внешняя 550 миллионов до 2022 года по ремонту внешней инфраструктуры. Так, а вот это? Это вот о нем мы и говорим. Это вот до 2023 года. Сейчас это перешло То есть за это уже, 1,99. это уже все, да? Это уже всё. прошло, здесь ничего не исправишь, Но это деньги, не деньги все, но, закопаны, наверное, да? здесь Деньги Обращение в потеряны, Министерство правильно? соответствующие строительства. разбираться должны. Нет, у нас сейчас вообще вырисовываются 3 ключевых проблемы при том, что деньги есть, да? Всегда проблема денег нет. Тут потрясающая вещь. Деньги есть, проблема, как войти в программу и реально адекватно войти, да? То есть соразмерно потребностям, как завершить, как получить эти деньги и потратить их, и кто потом будет вообще нести ответственность, обеспечивать контроль за всем происходящим. Качественно производить эта работа. Обязательно. Это вы сейчас идеальный мир мне рисуете, Да. Тахир Гамидович. Я сама в нем пожила. Нет его. Вот что сейчас нужно делать, Тахир Гамидович? Вот проблема вылезает на каждом шагу. Я вот, воспользуясь случаем, хотел задать Марине Александровне вопрос. Марина Александровна, вот у вас в штате где-то 1 человек, наверное. Мы рассказывали, как мы съездили, значит, как Питер. работает в Санкт-Петербурге. Нравится вам ваша вот эта схема? Вам удается ли вот при такой нагрузке, у вас есть цифровизация и другие моменты, а нельзя ли организовать вот, группу, отдельные группы, которая бы отвечала по полной программе, чтобы... Очень ведь много вопросов, не только строительство. Здесь ведь вопрос не только строительства. Есть цифровизация, есть другие вопросы. Есть отдельное ведомство, о чем мы уже говорили. Да, отдельное ведомство. Если бы мое желание спрашивали, то, конечно, бы я сказала, конечно, это нужно. То есть эта потребность уже стоит. Она остро Стучит. стоит, Очень, Стучит да. в дверь, да. То есть если у нас говорит, что было 62 СНТ по софинансированию, и все эти объекты необходимо было осмотреть, потом претензионную работу провести. Соответственно, вот у нас в отношении 3 СНТ уже ведется претензионная работа, то есть здесь пока про возврат мы не говорим. Почему я говорю, это не 26 миллионов. Мы пока в стадии. То есть если они не вернут, здесь уже будет... В отношении одного председателя здесь материалы переданы в управление по безопасности экономики. Ну, все-таки есть, да, мы поняли, что деньги Да. большие. То есть В реакция принципе, есть, кто сейчас должен проверяющие есть? инициировать создание этого ведомства? Хорошо. Мы обращались в министерство. Так, в какое? Подождите, у нас тут очень много сегодня участников. Сельского хозяйства. Так, Министерство Да, сельского по хозяйства. итогам, вот как Тахир Рамзянович сказал, приехали. Тахир Рамзянович, значит, своим аппаратом подготовил это все в папочку Раису Республики, министру. Я уже также обращался к Марату Азатовичу с этим вопросом. Но пока работаем. По идее, то, что мы увидели в Санкт-Петербурге, я со своими коллегами делаю это, реализую себя здесь, на территории. То есть просто нужно понимать. Частная инициатива пока. Тахир Рамзянович, просто для уточнения, министерству на эти все цели сколько в Санкт-Петербурге выделяются? Напомните, пожалуйста. Ну, наверное, где-то около 40 миллионов, наверное. Вот посмотрите, это небольшая, сейчас идят там посмотреть. Там есть юристы, там есть, значит, инженера. Нет, там если это есть, ведомство реально будет помогать по архивные всем вопросам, да, конечно, у него, да. в принципе, мы без этого не обойдемся. Нет, мы как- сейчас вообще больше тратим, не имея, возможно, ведомства, да. потому вот что... мы же возврат, да. еще сколько у нас тогда ошибок-то. О чем Они речь? неэффективно ведь используются. Смотрите, еще один момент, вот когда мы говорили, комиссия по приемке объектов, в принципе, существует, нет? С сегодняшнего года, да, будет уже 5-го официально садоводческое товарищество будет, значит, обращается в орган контроля, оно даже платит Орган деньги за контроля это. Это Стройконтроль. Организация осуществляет строительный контроль на этапе строительства, приемку работ. Им платят определенный Вы процент. нанимаете? Да, с этого года. Платят определенный процент
за то, что они приходят на стройку и смотрят с самого начала, с первого дня могут смотреть, какой материал завезли, соответствует ли Это он... с этого года? Да, с этого года. А что было вот в прошлом году? Ну, в прошлые годы были форму контроля, значит, были муниципальные образования исполняли, Так. например. Потом они отказались. Исполком, председатель СНТ, кто еще в комиссию входил? Ну, он входил в комиссию, конечно, он принимает, это его теперь становится. Конечно, он входил, но он же говорил, вот сейчас, он же говорит, что падает башня, немножко наклонена. Ну что, она выровняется, что вы? Мы приезжали Ну, при этом туда. человек идет и ставит подпись, да? Я Мы правильно приезжали туда, говорит, плохо качает. Пришел вот этот представитель, ну вот же качает, говорит, это было жаркое лето, сейчас будет качать лучше. И все. Понимаете? Вот. Ну, какие-то абсолютно рыночные 90-е отношения. Да я сейчас тебе привезу, сегодня подешевле, такого, завтра подороже. Ну, хаос. Ну, не строгого администрирования нет, понимаете, строгого администрирования нет. Мы видим тоже контроль. Да, Дмитрий Леонидович, что не так? Вопрос немножко не в том. А в чем? Не в комиссии. Строительный надзор, он именно для этого и существует, чтобы осуществлять надзор качества выполнения работ. То есть руководитель, либо какой-то человек, уполномоченный Ну вот на здесь это. же все экспертизы были, здесь же было все подписано. О чем и говорился Здесь же комитет было по все коррупции. подписано. Именно. То есть мы сейчас пытаемся перевести Человек ответственность на Стройнадзор. человек подписал, принял, соответственно, объект, именно строительный надзор. Вопрос сейчас говорить спустя 2-3 года, почему так произошло, наверное, правильнее адресовать вопрос человеку, как он принимал эту работу. Не председатель СНТ, а именно строительный надзор, Стройнадзор, который осуществлял этот надзор. И тут же у нас договор-то заключали государственные структуры. А не Тот же СНТ. фонд газификации, Главдортранс, это же бюджетное учреждение. Там у них свои должны быть. И у них, и были, допустим, да, у ГДС у них свои контролирующие. кураторы есть, которые осуществляют строительный надзор параллельно. Тот ли асфальт положили, ту ли толщину, щебень какой. И наверняка и фонда газификации такую же работу. Так и более того, согласно действующих регламентов, работы, выполняемые вот этими бюджетными средствами, они носят гарантийный характер. Конечно. Это не просто сделал и ушел. То есть, я думаю, То есть здесь заказчик и должен был Естественно. работать, но у нас как получается, де юре центр ответственности вроде есть, а по факту вот кто в лес, кто в дрова пока. Да, вот во всей этой вот цепочке, да, от пожеланий простых садоводов до вот получения окончательной, где самые слабые звенья, Рустам Камилович? Где нужно решать, где-то ведомством, я не знаю, да, где-то правоохранительными органами, возможно, я не знаю. Ну, как Тахир Галимзянович отметил, четкий центр ответственности, да, возможно, со штатом, может без штата, да, но вот с этого все и начинается, как будет организована работа на всех стадиях, и выбор организации, выбор подрядчиков, приемка работ и отчет. То есть, если будет центр ответственности должным образом работать, то проблем мы избежим. именно возглавлять его должны и работать там те люди, которые понимают Конечно. суть вопроса, И а на не сегодняшний со стороны день у нас привлеченных. есть понятие общественный контроль, то есть тоже СНТ, оно в принципе в рамках общественного контроля также может осуществлять строительный надзор. Вы же сами это в дальнейшем на свои плечи повесите, вы останетесь один на один с проблемой. Управление, там активисты должны быть постоянно рядом со строителями, чтобы осуществлять. И даже говорил, что если что-нибудь не так, говорите нам. У нас было очень много совещаний в те годы. Сразу же, говорю, озвучь это все, сразу поставим на место. Но вот такая система. такого не было. Я не знаю, насчет активистов вот уже, может быть, садоводческих товарищей, созданных в 50-е, в 60-е, может быть, там люди старой закалки еще и присутствуют, но я не знаю, будут ли люди загородных поселков отстаивать и наблюдать и строить. Нет, ну там, которые старички есть, они дотошны, все они видят. Нет, но в них-то я не сомневаюсь. Но сигналов не было. Я сомневаюсь вот в более молодом, в людях среднего возраста. Давайте спросим еще Рамира Рашидовича. У вас какие проблемы, как у муниципалитета, по отношению к садоводческим товариществам? Вы уже говорили, хаос, Да, стройка, хаос застройки. что еще? Это пожарная безопасность. У нас есть несчастный случай, когда погибла практически вся семья. Да, многодетные. Да, в связи с этим у нас районом принято решение всем жителям, где многодетные дети, многодетные семьи имеется, установить пожарные сигнализаторы автономные. За счет Бюджета района, исполкома. да. Также у нас вопросы по безопасности дорожного движения, как было сказано ранее уже, да. У нас потому что есть СНТ, который находится вдоль автодороги М7. Садоводы переходят дорогу с одной стороны на другую. Тоже несчастный случай есть. Прямо в прошлом году в конце сезона погибла семья. 2 пожилых человека сразу.
Тоже с этим мероприятием мы тоже работаем. Выходим к заводам, общаемся с ними, профилактику проводим. Также обращаемся к балансодержателям дорог. Непосредственно на этом участке установили 2 камеры по фиксации скорости скоростного режима. Тоже это помогает. Сегодняшний день таких неприятных случаев не допущено. А как часто вообще садоводы обращаются к вам со своими проблемами? То есть стало, может быть, и больше этих обращений. Как часто звонят, просто приходят, чтобы выяснить, а полагаются ли нам деньги по программе софинансирования? В начале сезона мы собираем всех садоводов. У нас их более 50. В начале сезона это? Это в апреле месяце. Апрель. Да, их собирают в районной администрации. Выслушаем все вопросы. На этом совещании присутствуют все органы. Это начинает МВД, пожарные, МЧС, наши земельные, ПИЗО, Палата земельных отношений. Кроме этого, у нас есть в районе представитель садоводства, это Союз садоводов. Также через него тоже получаем всю информацию, которая необходима для нас. Так все жалобы поступают тоже через него. Но мы работаем в плотном контакте. Все у нас штата, соответственно, у нас нету. Работаем только каждый по своему направлению. Например, если я занимаюсь строительством, то ко мне поступает вопрос строительства. Есть экономический блок, есть социальный блок. Тоже каждому отдельно идут вопросы. Хорошо, спасибо. Мне сейчас подскажут, как проголосовали наши телезрители. У нас 4 минуты до конца программы. Итак, что у нас выбрали телезрители? Первый вариант – 35%. То есть идеальное место отдыха считают только 35% телевизионной аудитории. 41% – отсутствие цивилизационных благ. 23% – нескончаемые траты на нужды СНТ. Телезрители – это большая часть, которая живет за городом. Да? И посмотрите, как разнится. И что на самом деле место отдыха только 45%. Буквально коротко, 4 минуты, 3 минуты уже на концу по одному предложению. Самая главная проблема в этом вопросе, которую нужно решать. Я уже об этом озвучил, проблему. Необходимость центра ответственности. Пока его не будет, мы не сможем решать все проблемы. И еще, человек, если имеет дачный участок, если у него не работает председатель общества, он не должен страдать. Поэтому мы должны более... Здесь проблема. Мы вошли только... Это начало айсберга. Очень много еще проблем. И пока не будет центра ответственности, и не будем создавать, и не будет работать комиссия, которая при правительстве есть структура, вот ими муниципальном месте мы должны работать, обеспечить условия для наших садоводов. Спасибо. Для этого законодательная база имеется. Сегодня есть люди... Не выскажутся, да. Коллеги, Марина Александровна. Отсутствие прозрачности председателям СНТ об участии в программах. То есть поступают часто звонки, с нас собирают деньги. В том году мы делали капитальный ремонт водоснабжения и опять собирают. Открываем схему, оказывается, делают частично, потому что объемные программы. Ну, то есть вот территория. Поэтому, если председатель будет информировать, будет прозрачен, будет в диалоге со своими членами садоводства, проблем будет меньше. А вообще горячая линия есть для садоводов? Думаю, что нет, Владимир Федорович, есть горячая линия? Нет, ну, они к нам обращаются, скажем, мы сразу общаемся. То есть главное найти, да? Да. То есть, ну, опять, даже горячей линии нет. Да, Владимир Ну, Федорович, я говорю о том, проблема. что вообще садоводческое товарищество – это первая ячейка гражданского общества. И оно должно само работать там по-настоящему. Сейчас очень много просто потребительского. Мне, вот я плачу деньги и сделайте мне все. А здесь решение проблем очень большое. Нужно нам, во-первых, чтобы была, я разрабатываю экономику сада, то есть там все компоненты, которые... Вот первое, сделайте горячую воду во всем СНТ. Очень просто сделать. Да зачем мне это надо? Кто это будет делать? Очень просто, простая вещь это сделать. Но если сделаете, сразу будет другой цивилизация. А активности нет. Вот я не знаю, нет поэтому кто и как понимаете? будет это все контролировать, Нет если мы будем активности. полагаться на общественный контроль, да? Дмитрий Николаевич, на ваш взгляд. Коротко. В республике Татарстан почти 1400 садоводческих товариществ. Взять пример, Тукаевский район. 108 садоводческих товариществ, 88 населенных пунктов. На Тукаевский район 2-3 человека работают садами. На населенные пункты, которыми занимается муниципалитет, целое здание в 3 этажа. Стоит сделать выводы и согласиться с Такиром Мзяновичем. Управление необходимо либо финансировать районные ассоциации на эту деятельность. Спасибо, Рамиль Рашидович. Да, если можно, очень коротко. Для меня, конечно, важно определить, что такое СНТ вообще в принципе. Это для временного проживания или постоянное. От этого зависит безопасность всего СНТ. Хороший вопрос тоже без исполкома. А вообще, что такое СНТ, да? Да, конечно, у нас очень много понятий. Программа хорошая, нужная, оно и дальше, дай бог, Алла Берсаид будет
развиваться. Наверное, внедрение каких-то электронных технологий, я не знаю, для открытости, прозрачности, отбора и приемки выполненных работ. Все, замечательно. Большое спасибо. Я не знаю, вот сомневалась, купить дачу или нет, до сих пор сомневаюсь. Спасибо, эксперты, что не развеяли моих сомнений. Благодарю телезрителей за активность. Всего доброго. До свидания. Спасибо.